Сфокусироваться на здоровом питании призывают жители республики специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Как отметила сегодня на пресс-конференции главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова, проблема сбалансированного питания стоит в республике особенно остро. Именно неправильное потребление продуктов приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и атеросклерозу. А те, в свою очередь, считаются главными факторами ранней смертности в регионе. Любовь Лапина продолжит. Потери общества от нездорового питания вышли на первое место в России. Коми не исключение. Несбалансированное потребление приводит к существенному ухудшению здоровья. Как итог – атеросклероз, инсульт или инфаркт. Врачи бьют тревогу. Пора прививать жителям региона правильные пищевые привычки. Самое главное, какое определение дается классическое рационального питания – это питание сбалансированное. То есть даже может быть и не соответствующее по калорийности в какой-то степени, а всем взрослым людям надо поменьше есть. Есть действительно надо поменьше. Разовая порция не должна превышать ладонь. Но при этом питание должно быть частым, не менее 5-6 приемов пищи в сутки. Понятное дело, ложиться спать лучше все же с ощущением легкости в животе. При этом рассчитать дневной рацион сегодня можно достаточно легко. Институт питания Российской академии наук. На их сайте масса памяток для людей, страдающих избыточным весом, ожирением, гипертонической болезнью. Структура, рацион питания, 1,5 странички, желающие. Заходи, посмотри. Для того, чтобы понять, вот столько тебе белков, жиров, углеводов, вот столько соли, не больше. Это в помощь вот той фразе, что, наверное, взрослым некоторой части нужно просто меньше есть. Жителям Коми особо важно обращать внимание на свой рацион. При этом нужно учитывать не только правильное соотношение макронутриентов на тарелке – это белки, жиры и углеводы, но и микроэлементы. В окружающей среде республики и, как следствие, в продуктах и воде серьезный дефицит йода, селена, железа и фтора. Некоторое время назад санитарные врачи призывали даже принять в регионе специальную программу по обогащению продуктов питания важными элементами. Впрочем, местные производители не стали дожидаться отмашки правительства и самостоятельно за свой счет стали добавлять в продукцию важные для северян микроэлементы. Я, например, не встречала вот на продовольственном рынке региона, чтобы нам завозили яйца, обогащенные селеном, йодом, фтором и так далее. А у нас Карская птицефабрика это выпускает. И это всячески должно и поддерживаться, и приветствоваться. Первыми в этом деле стали хлебопекарни республики, причем не только крупные, но и небольшие. Огромную роль сыграла региональная гильдия пекарей. Сейчас в Коми обогащенную пищевую продукцию выпускает 20 предприятий. Помимо хлеба, микроэлементы добавляют в молочку и яйца. Всего на рынке около 40 таких наименований местной продукции. Любовь Лапина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.